У нас еще 60 секунд. Очень мало. Я смотрю, как мы с вами почти что достигли ожидаемого числа. Я думаю, еще чуть-чуть и останутся сильнейшие. Да, это тибетская Спарта. Да. Спартампа будем называть. Может, конечно, извини, Спартан Попов, но это уже как-то смешно звучит даже. А что это означает? Спартанцы, но на тебя не ладно. Мампо. Нет, тут два окончания Попо указали, указывающие на деятеля. Ну, давайте начнем, пока никого нет. Обычно этот текст называется вот так вот. То есть обычно мы все его называем вот так, он известен под этим названием. Давайте будем читать. Как читается первое слово? Лек. Здесь у нас К, помним. Дальше? Ще. Лексе. Это сложное слово, переводит его по-разному, кто как, куда ни попадет. Это то, что по-русски известно как все видно? Что написано? Субхашата. Первый слог, смотрите, лек. Это передача санскритского вот так вот звучит. Это су. И второе ще, предположительно, это вот хашата. Что это значит? Субхашата, вы, наверное, все слышали, может быть, кто не слышал. Есть такое слово субхашата, это переводят часто как прекрасные высказывания, прекрасные наставления или прекрасно изложенное. То, что на английском иногда переводят как elegant sayings, то есть как бы предсказанные, элегантные, прекрасные высказывания. Буквально перевести, если с тибетского, то это лек, это хорошо, прекрасно. Это то, что передается вот этим вот словом су на санскрите. И дальше идет ще, имеет два значения глагол. Одно значение ще – это говорить, другое – это объяснять. То есть это прекрасно изложенное. И здесь вот на санскрите это бхаш. И бхаш и здесь идет, это вокально, здесь вот идет та. Бхаш, получается, это от глагола говорить, объяснять. И та это указывает на причастие прошедшего времени, получается хорошо изложенное. В тибетском здесь нет никакого другого обозначения, кроме как прошедшей формы глагола. И дальше идут два следующих слова джон. И вот это как читается? Ван. Ван. Точно? Все уверены? Не ан? Ван. Вы помните, что это у нас исключение? Так, кто-то пришел. Откройте, пожалуйста. Джон, первое слово, значит дерево. А ван, значит, здесь в данном случае владыка. Это сокращенное от слова ванхо. Владыка джон деревьев на самом деле, не столько леса, сколько деревьев. То есть вот этот перевод владыка леса, это не самый хороший перевод, не самый точный. Но мы на всякий случай проверим. Дема, в прошлый раз, когда вот Ван у нас же как бы как посвящение. Ну у него много значений, помимо того, что это владыка, это еще и посвящение. Но это все однокоренные слова. Потому что посвящение это своего рода наделение
силой. Да, это обычно не, ну, это не лес, это дерево. То есть это владыка деревьев, лучше было перевести, а не владыка леса. И таким образом, как это называется, как это переводится? Это переводится как прекрасное высказывание, которое называется владыка деревьев. То есть вот этот текст называется «Владыка деревьев», и это прекрасное высказывание. То есть это грамматический текст, и как здесь у нас записано, я честно признаюсь, я не знаю, чей текст мы используем. То есть мы используем его не авторизированно, потому что я не знаю даже, к кому обратиться, чтобы узнать, чей это перевод. Ну и мы будем опираться на этот текст, потому что в нем дан перевод практически всех слов, но мы будем его местами поправлять. Но здесь говорится, что это грамматика тибетского языка в форме мнемонической поэмы, что в принципе верно. И теперь я записал это, как обычно называемый этот текст, то есть Лекче Джумвам. И теперь я запишу все название полностью, и затем мы будем поступать следующим образом. Я буду на доске записывать этот текст. У вас он всех есть в печатном виде, я это отлично понимаю, но мы будем записывать его снова и снова. Потому что я не знаю, занимаетесь ли вы дома практикой, у нас будет практика здесь. То есть вы будете его записывать снова и записывать по отдельности смысл, значение всех слов, которые в нем попадаются, и я буду объяснять смысл. Теперь такой момент, это грядет. У нас все еще не было контрольной, и я так понимаю, что она будет огромная просто. Контрольнище будет у нас такое. И поэтому все слова, которые попадаются в этом тексте, надо будет заучивать наизусть. То есть, если раньше у нас можно было заучивать, можно было не заучивать, начиная с этого текста мы будем заучивать все слова, которые записаны. И сейчас я перепишу название. А слышали такое сукри-лекка? То, что очень часто Далай-лама объясняет. Не слышали? Есть такой текст, сочинение Нагарджуны. Ну, вот как бы там ни было, там первое слово «су», это приставка, это опять значит благое, хорошее. Первое, видите, тонми. Нашли все? Тонми, дальше идет как мы это читаем? Вот это как мы читаем? Прибавляем. Как мы читаем? Слева направо, сверху вниз. Поехали. Что у нас получается? Это что это? Это не приставка, это санскритское слово. Вот такого в тибетском быть не может ни в каком дурном сне. Значит, читается все, что написано. Читаем. Самбхо. Это что это? Та. Точно так? Та. Самбходжа. Томи Самбходжа – это человек, который написал первую тибетскую грамматику и который придумал тибетское письмо. Это произошло где-то в 7-8 веке. Бонцо утверждает, что до того, как Томи Самбходжа придумал тибетское письмо, уже было тибетское письмо на основе шаншунского письма. Насколько это правда, неправда, неизвестно. Потому что нет ни одного до сих пор письменного источника, нет ни одного петроглифа, ни одной стеллы, на которой было бы написано что-либо шаншунским письмом. Более того, Бонцо утверждает, что вот это тибетское письмо, оно было создано, опираясь на шаншунское письмо. Ну вот это вот может быть когда-нибудь прояснится, потому что в Тибете очень мало проводят археологических раскопок, и со временем, в принципе, если будут раскапывать культурные слои ранее 7 века, и вдруг объявится какое-то письмо, то это будет однозначно указывать на то, что в Тибете было какое-то письмо до письма Томи Самбходжа. В остальном же говорится, что вот это письмо называется уджен, то, что мы с вами пишем. Это письмо называется
Что это такое? Голова. Голова. А чен что такое? Обладающий. У чен получается головастый. То есть имеется в виду это письмо, которое обладает головой, то есть вот это вот, смотрите, вот эта часть каждой буквы называется голова. То есть это все такие печатные, скажем так, буквы. То есть то, что мы пишем, то есть то, что обычно используется в печатных книгах. А есть еще так называемый что я написал? Уме. Отрицательное, без головы. То есть это безголовое. То есть это, так сказать, скоропись, то есть это прописной, то есть это не печатный текст. И это произносится, смотрите, когда будем произносить, вот это произносится, слушайте меня, уме. Слышите, какая Уме. Уме, то есть это не уме. Слышите, разные. Она более глубокая, то есть она более открытая. Она более закрытая. Уме. Не уме, а уме. Можно спросить, вот в этом слове, мам или мог, это два буквы? Вот, Между М, Б, Х. П. Три буквы. И здесь у нас есть предисловие, потом будет время, почитайте, что там написано в предисловии. Теперь понятно, да, что такое Томми? И теперь смотрите, у нас сам Бода я дописал специально, чтобы было понятно, что это такое. Теперь смотрите, у нас написано... У нас написано вот так, что это такое? Это падеж. Какой? Какой? Да, родительный, отлично. Сколько частиц мы писали родительного падежа? 5. Мы писали 5 частиц родительного падежа. Те из вас, кто запомнил эти частицы, у того меньше головной боли. Я говорил, что желательно эти вещи запоминать. И это у нас частица родительного падежа. Насколько она частица, это большой вопрос, но мы называем ее частицей. И дальше идет какое слово? Посмотрите у себя в текстах. Это название. Это название текста. Лекше. Нет, мы не этот текст смотрим. Мы смотрим владыку леса, так называемого. Ну, садитесь ближе, пожалуйста. Поделитесь с ребятами, пожалуйста. Или если у кого-то можно как-то поделиться копией, поделитесь, пожалуйста, здесь. Лекше, что это? Мы переводили с вами уже лекше? И что получается? Теперь подумайте, смотрите. Томми кто такой у нас? Здесь его полное имя Томми Самбо, да? Ну, Самбо же не стали писать, писали только первую часть. Дальше идет родительный, чуть не сказал этаж. Дальше идет родительный падеж. И после него идет слово лекше. Что это перейдется? Как это перейдется вместе? Лекше это прекрасно. Как это перейдется полностью? Ну, прекрасно. Да, это прекрасные высказывания Томми. То есть это автором здесь будет Томми. Прекрасные высказывания Томми. Дальше идет, смотрите. Что здесь неправильно? Я подскажу, это числительное. Что с ним не так? У чу нет ба. Так, во-первых, нет ба. Помните, у нас было ба? И у самчуга нет. Что это такое? Это 30. Дело в том, что когда мы записываем числительное 30, у нас уходит вот это га. И смотрите, такое правило. Это на будущее надо запомнить, поэтому, я не знаю, записывайте жирным, ставьте птичку, выделяйте маркером. Правила, которые мы заучиваем, которые нам необходимо будут в будущем, необходимо как-то выделять в своих записях, чтобы в будущем вы могли их быстро найти. Смотрите, это у нас что?
А это приписная. Когда у предыдущего числительного есть приписная, то есть если это порядковое числительное, и у предыдущего составляющего, то есть у предыдущего числительного есть приписная, у чу выпадает ба. То есть как у нас чу писалось всегда? 10. Я думаю, не все помнят, или никто не помнит. Вот 10 писали мы вот так. Если у предыдущего числительного есть, ну имеется в виду только если это порядковый, если у него есть предписная, то ба выпадает. Смотрите. Предписная. Выпадает предписная. Смотрите. Сколько это? 9. Где корень? Гу. Здесь точка. Если я хочу написать гучу, здесь идет пересчет десятками. Будет у нас предписная или не, предписная или не будет? Нет, так не будет. Будет? Почему не будет? Здесь разве после перед точка есть? Вот это корень. Здесь есть приписная? Нету, значит ба остается. Что это получается? Вот теперь смотрите, это один из тех случаев, когда предписная читается. В частности, здесь будет гучу. Не гучу, как должно быть, а гучу. Гучу это 90. Здесь смотрите, учу ба выпало, потому что есть. Припис. Всем понятно? Смотрите. Сколько это? Какая сейчас будет писаться? Десятая как будет писаться? Сейчас будет этот баг. Смотрите, снова читается. Щевчу. Щевчу не щевчу, а щевчу. Вот она дает такой вот звук. Щевчу. Почти что всегда во всех числительных, если за числительным первого, ну, то есть за первой частью числительного идет десяток, он практически всегда дает звук В. Если слог заканчивается коренным, Смотрите, это сколько? Что здесь будет писаться сейчас? И теоретически как это будет читаться? Навчу. Должно читаться как начу. Читается навчу. Числительные будут дальше разбираться, но пока мы оперируем ими, какую-то часть из них я стираю. Все успели записать? Я надеюсь, что мы скоро будем очень быстро писать. Так, чтобы мы успевали. Поэтому мы этот текст будем переписывать. То есть мы этот текст в своих тетрадях будем снова и снова писать. То есть писать все то, что я пишу на доске, вам надо будет писать в тетрадях. Потому что мы должны выработать эту способность писать быстро, писать хорошо, писать правильно. У нас уроки по тибетской скорости. Давайте сперва освоим грамматику. Главное, сперва у нас есть приоритеты, сперва нам нужна грамматика, а потом уже будет скоропись, если мы доживем. Сколько это? Еще 8. И что здесь будет писаться? Без ничего. Видите, смотрите. Вот это сколько? 7. Будет писаться? Нет. Да. Почему? Почему без ба? Почему не пишется? Потому что предписано. Ну, Это сколько? 6. Так, давайте еще кто-нибудь будет отвечать. Есть человек. Это 6, но уже поздно. Из-за того, что она стоит, у нас ба не пишется.
Чук-чук. Чук. Какой тон? Низкий. Почему? Потому что угадали, попали пальцем в небо. Почему низкий тон? Третий ряд, а помимо? Вот если бы вот так вот было, тоже третий ряд? Это же церебральное, да? Церебральное, ничего это не говорит. Почему остался низкий тон? Нет, ничего, что это выше. Да, нет, ни предписной, ни надписной. Чук-чук. Чук-чук это 60. Давайте напишем еще. Смотрите. Это сколько? 2. Теперь смотрите. В прошлый раз с Сумчу, с 30 что случилось? Выпало здесь то же самое происходит. И будет у нас ба здесь или не будет ба? Почему? Ой, извините. И здесь происходит вообще безумная вещь. Чу вдруг ни с того ни с сего становится щуп. Это единственный случай, когда это становится. Слава тибетскому языку. Не чуп. Сколько это будет? 20. Вот это чу почему-то превратилось в щу. Скорее всего, связано с вот этой са. Шипящее, то есть есть такое правило ассимиляции, видимо, шипящее подействовало на следующее. А тут какого выпадает? Да, совсем не Да, пишется? Гая пишет совсем. Я написал 2, и Гая вычеркнул, чтобы было понятно, что у нас правильно числительно пишется нищ, то есть 2 ни, но в нем вот это вот га выпадает. Что случилось? Мы написали все числительные немножко беспорядочно, но мы написали их от 20 до сотни. Десятку мы с вами знаем. И давайте догадаемся, что это может быть. Вот это вот, что это может быть. Десятки мы закончили. Сотня, что ли? Сотня. Смотрите, это сотня. Но мы числительным плотно перейдем по-другому позже, потому что там числительные у них специально вставляется слог. То есть мы разобрали десятки, но если мы говорим 24, например, то там вставляется определенное слово между десятком и единицами. То есть вот это вот сотня, пока на этом остановимся. Как будет читаться это? Я. В каком тоне? Высоком. Далее идет сумчу пе. Смотрите, помните, у нас тут было сумчу? Сумчу-па – это название текста. Сумчу – это 30, сумчу-па – это тридцатница, так сказать. То есть состоящая из 30 четверостишей. Поэтому он называется тридцатница. То есть она называется так из-за количества четверостишей. И посмотрите снова, что это такое? Сумчу-пе – тридцатницы. Здесь вот главное не путать следующее слово, которое написано. Смотрите. Как это читается? Ним, какой там? Почему? Надписная. Ним – это сердце. А нимпо – это сердечная сущность, выжимка, эссенция. Теперь как это вместе переведется? Нет, здесь не смысл сущности наставления, здесь просто сущность, эссенция или сердечная сущность тридцатницы. Сущность, сердечная сущность 30. Вот тридцатница, это то, что только что сказал. 30. И дальше, смотрите, переводим, вот мы переводим справа обычно, всегда, практически во всех случаях мы переводим справа налево. То есть это сердечная сущность тридцатницы, которая что?
Шедшее, хорошо изученное. Которое есть прекрасное высказывание кого? Томи Самбо, да? И дальше идет Чонбе Вамбо, видите? Чонбе Вамбо, что это такое, мы говорили? Ну это как господин дерево, Деревьев. Это владыка деревьев или господин деревьев. Это название текста. То есть у каждого текста в тибетской традиции первая часть, она как бы объяснительная, что это такое, а дальше у него есть название. То есть как вот у книг тоже бывает название, например, неважно. И дальше идет уже название этого текста Чонбе Вамбо, то есть владыка леса. То есть получается, что это сердечная сущность, то есть вот это первая такая объяснительная часть, сердечная сущность тридцатницы, которая есть прекрасное высказывание Томи Самботы, которое называется владыка деревьев. И дальше, смотрите, идет такой глагол. Это снова уважительная форма. Уважительная форма глагола «пребывать», «находиться». То есть это в принципе почивать, как на лаврах. Эта форма не меняется ни в будущем, ни в настоящем времени. Многие глаголы высокого стиля не меняются во времени, то есть у них форма остается одна и та же и в настоящем, и в прошедшем, и так далее. И как же это можно перевести? Находится, изучает, пребывает здесь. Вот, пребывает здесь. То есть в данном случае это говорит о том, что здесь пребывает такой-то текст. Здесь он находится. То есть, по всей видимости, это очень часто писали на ярлыках. И это вот такое проявление уважения. Что? По-русски говорят, в ассортименте. Я не уверен, что это Я бы не стал, конечно, так, вот прямо в ассортименте. В Рапсале 600 часто встречается название. И дальше, на самом деле, Щуксо не имеет никакого отношения к названию. Это просто говорится, что этот текст здесь пребывает. Это не часть названия. Это, во-первых. Во-вторых, вот это «со», смотрите. «Со» — это частица, которая просто указывает на окончание часто предложения. В данном случае, в принципе, она указывает, ну да, можно сказать, что она указывает на окончание этого названия. И этих частиц 10. Такого рода частиц 10. И каким они образом ставятся? Смотрите, сколько у нас было приписных. Не постприписных, а приписных. 10. Этих частиц, соответственно, 100 тоже 10. И «со» ставится, потому что перед ней стоит «са». А теперь догадайтесь, какие другие частицы бывают, и перед чем они ставятся. Да, то есть «кана», «тана», «вама», «а», «рала», «санам». Вот эти вот джинджукчу, 10 джинджуков. И после джинджука определенно ставится он же самый, но с надписной «о». И получается, если там было «лам», будет «ламо». Если было «дön», то будет «дöno». И так далее. То есть это, в принципе, мы будем дальше проходить, но это очень несложно. То есть название мы разобрали, понятно, да? Теперь смотрите, это тоже надо записать, выделяйте себе как правило. У нас закончилось на что? На вот это вот «со», то есть частица, указывающая на окончание. Сколько после него идет пауза? Смотрите. 2. Иногда даже в названиях ставят 4. Здесь у нас почему-то 2, на самом деле должно быть 4. Обычно название текста выносится на титульный лист, вот как у нас, видите, отдельно. Кроме названия обычно ничего на первом листе не бывает. И дальше начинается сам текст. И теперь смотрите, в самом начале названия что написано? Вот это называется, смотрите. Как это читается?
чем проблема, я не пойму. Как это читается? Что сложно? Я не понял. Откуда начинается слово читается? Вот же я написал. Мы не успели. В 4 сосных сейчас заблудимся, здесь всего-то 3 строчки. Бу? У-кю. Смягчается? Во-первых, это у нас У. С чего она стала Бу? Слушайте, мы половину прошлого занятия говорили о том, что вот это читается У. Все, что читается вот так, вот это не читается, читается только нижняя часть. Как это стало Бу? И дальше вот это вот смягчается. Помните, что гласное смягчается? Почему? Да, и это что у нас будет? Какая она будет, вот эта корневая? Нет, это не высокая, это придыхательная. У Q. Q это обнимать. А У это что такое? Ну это заглавный знак. Это не значит, что он обнимает голову. Это так называется заглавный знак. Вот это вот, говорят, первоначально значило Ом. Я не знаю, насколько это правда, неправда. Традиционно говорится, что вот это значило Ом. И на каждой странице обычно, и перед названием ставится этот знак. Это такая тибетская традиция. То есть у тибетской страницы, у тибетского, точнее, листа 2 стороны, передняя и задняя. На передней стороне всегда в начале первой строки ставится вот такой знак, на задней ничего не ставится. То есть, ну это как бы традиция, это в принципе не важно. Но с другой стороны это важно. Это то, как тибетцы печатали свои книги, все буддийские книги печатаются именно так, и поэтому это очень важный знак. И если вы видели Ламрим Кугявичуса по редакции Терентьева, как-нибудь поинтересуйтесь, посмотрите, с чего у него начинается каждая страница. Во-первых, там есть рамка, потому что текст обычно на листах обычно вставлялся в рамку. Во-вторых, посмотрите, у него на каждой странице, слева, на каждой левой странице у него есть этот знак. После вот этого UQ всегда ставится... А получается на каждой странице что ли такое? Ну, на каждом листе должна быть. Да, и у него, по-моему, тоже на каждом листе. Не на каждой странице, я оговорился, на каждом листе. И тоже ставится обычно 4 щет. То есть здесь у него стоит 2. Но обычно это 4. То есть между ними какой-то пробел и ставится вот таким вот. Написали? Потому что я сейчас сотру. В свое время у нас в университете был один преподаватель, очень немолодой. У него были проблемы с дикцией, и он говорил очень негромко. Он говорил очень тихо. И как-то один из студентов поднялся и попросил говорить чуть-чуть громче. Он на него посмотрел и продолжил. Так же, как и раньше. У нас еще не будет. Я это к тому, что писать надо быстрее. Видео в интернете. Теперь дальше давайте посмотрим, что на первой строке. Видите какие-нибудь необычные знаки? В самом начале. Посмотрите, как он пишется. Вот такой вот знак. Он называется... Я не помню, как он называется. Нет, я помню, как он называется. Верхний похож на 7. Похоже, да? Если не ошибаюсь, могу ошибиться, я потом специально посмотрю, но пока мы это обзовем вот так вот. По-моему, я не ошибаюсь. Не должен. Это знаки тибетского препинания, то есть тибетские знаки препинания. Вот это вот. Да. Это точно или такая? Значит, какая запятая? А почему? А, вот это и не точка, и не запятая, это заглавная буква. Так, подождите, а вот здесь стоят какие-то 2 палочки, а не птичка как. В смысле? Ну
пишу вот так. Как нам писать? Вот. Как писать? Надо писать, знать и так, и так. То есть обычно можно я и так, и пишу, так? обычно пишут вот так, но на печати пишут вот так. Когда, вот как здесь? Да, ну то есть мы тоже же, знаете, мы тоже же не пишем, как в газетах там печатают. Надо знать оба варианта. И тот, который обычно пишется вот так, и тот, который печатается. Но в принципе они похожи. Надо поставить, что это. Да, и это называется... Здесь нет этого пробела. Как это читается? Как? Так, понятно. С вами все. Как это читается? Давайте кто-нибудь громко скажет. Джуль. Джуль. Какая она у нас? Какая она у нас? Низкая, высокая? Высокая. Она читается джуль. После ла, перед ла. Что у нас происходит с гласной? Смягчается. Джуль. 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 Джульще. Что такое ще? Палочка. То есть вот эта вот палочка определились. Первое слово, что это? Кто не знает? Джуль это змея. Джульще, потому что она такая изогнутая. То есть она похожа чем-то на змею, по всей видимости. Вот она называется джульще. Это один из знаков препинания такой. Ну и поехали дальше писать. Как это читается? Намо. Было у нас? Что я говорил? Что это такое? Ну, это санскрит. Кланяюсь, кланяюсь. Намо. Дальше смотрим. Что это? Гуру. Кто такой гуру? Учитель. А почему он гуру? Тяжелый. А почему он тяжелый? Ест много? Знаний много. Он отягощенный или отяжеленный знаниями, или обычно говорит достоинствами. То есть знания и достоинства чуть-чуть разные вещи. Наверное, достоинство включает в себя знания. И знания не всегда включают в себя достоинства. Наму, гуру. Дальше смотрите, что написано. Что это за слог? Да, как читается? Манджу здесь написано. И мы с вами говорили, что если, если это санскритское слово и пишется вот эти ца, ца и дза, мы читаем их как? Ча, ча и джа. Здесь что это будет? Манджу. Манджу значит мягкий. Ой, здесь дальше. Ну хорошо. Манджу мягкий. Да. У вас в тексте ошибка. Почему? Потому что смотрите, как я написал ша. Видите, некрасивая какая? Она обратная. Обратная это значит что? Церебральная. Тибетцы ее читают как ка. Получается, манджу, они читают так. Мензу гокая. На самом деле это манджу гоша. Гоша. Видите, ха. Что она дает? Придыхание. Получается манджу го. Манджу гошая. Видите, долгое а. Гошая. Наму гуру манджу гошая. Гоша это значит ржание, мелодия. То есть, Душа и мелодия, да? да, гушая, я помните говорил, что ая, что значит ая? В конце таких вот, да, то есть кому чему. У нас первый глагол какой? Кланяюсь. Вот это ая обозначает, кому я кланяюсь. Вы это запоминаете? Мы уже второй раз об этом говорим. А я так замечаю, что не все помнят. Раз через 10.
Гошай, то есть и получается, как это вообще переведется тогда? Учителю Манджугоша. Да, а как может быть гуру Манджугоша? Может быть гуру Манджугоша. Так это Манджугоша гуру или гуру Манджугоша? Кто там кто вообще? Who is who, позвольте спросить. В конце сочетаем Маджугошу. Хуй в смысле Манджугош. Поклоняюсь кому кому. Так мы поклоняемся Манджуши или гуру? Гуру, мертвоголосый или что-то такое. Ну, вообще здесь получается, что на самом деле он должен быть неразделим. Это учитель, который, по сути, Манджугоша, и они неразделимы. Наму гуру Манджугошай, то есть я поклоняюсь Манджуше. Вы помните, какие были поклонения в начале текста? Кому бывает поклонение вообще в начале текста? Обычно говорится, что сколько у нас питак? 3 питаки. Если это Абхидхарма питака, то поклонение Манджуши. Если это Виная питака, то поклонение Будде и Бодхисаттва. И если это Виная питака, то поклонение Будде, Бхагавану. То есть теоретически, в принципе, по поклонению можно определить, к какой питаке, то есть к какому разделу учения Будды, то есть к какой корзине учение относится. По всей видимости, теоретически это должно относиться к Абхидхарма питаке. Если сутра, то Буддам и Бодхисаттвам. Написали? И помните, это Гошая, это не Гукая. Теперь смотрите, в каждом тибетском сочинении обычно есть 2 вступительные части. Выражение поклонения. Было оно у нас уже? Вот это было выражение поклонения. И затем идет замечательная часть, которая называется «Обещание завершить сочинение». Или просто иногда переводят как «обещание». То есть, по всей видимости, говорится во многих текстах, что автор, начиная текст, он давал обещание его закончить. И это обещание заставляло его, подстегивало его закончить сочинение. И поэтому дальше идет, сперва будет, первые 2 строки еще будет снова выражение поклонения, то есть, и затем уже будет вторая часть, а именно обещание завершить сочинение. Что это у нас? Куда ударение у нас? А вот это как читается? Чок. Смотрите, если у нас слова бьются вот так вот по слогам, то между ними вот этой назализации не возникает. То есть ламам чок так не будет. Будет лама чок. То есть лама чок дам. Лама чок дам. Что такое дам? И. А чок что это, кто не знает? Это наилучший, наивысший. Лама чок. Это получается какой лама? Наилучший, наивысший лама. Дальше идет соединительный союз и. Вы уверены? Ярме. Почему Ярме? Да. Давайте уже запомним это правило, но уже сколько можно? Вот это что это такое? Не читайте. Не читается. Что читается? В следующий раз больше не читайте вот это вот Ерме, оставьте это где-нибудь еще. А? Не надо нам так читать. Это что это? Без отсутствия. И я как-то говорил, это не всегда понятно, что это падеж, но это падеж.
На самом деле это даже не падеж, это нет, вот я неправильно сказал, это не падеж. Это одна из частиц, используемая для падежа, но в данном случае она значит еру. И как же это перевести-то? Ладно, пока не будем это переводить, когда дойдем до падежей, тогда уже будем разбирать. Ерме это получается нераздельный. Помните, у нас было похожее слово? А вера это разделяет, да? Е это разделяет, а ермева это нераздельный. Помните, у нас было такое слово? Ен, не помните, да? А, да, самка, раскол. Раскол самки, схизма. Смотрите, вот это вот на, если убрать, на это у нас это суффикс, который образует существительные. И если убрать вот это ура, вот эти вот две части, они совершенно одинаковые. Это глагол делить. И здесь вот ермепе это неразделимый, а ен это уже образуется существительное при помощи этого суффикса на, и получается раскол. Дальше у нас, смотрите, что идет? Какой это падеж? Родительный. И если перевести это предложение, как это будет переводиться? Что это получается? Нераздельный и выше. То есть, ну здесь не совсем понятно, надо перевести еще дальше строку. Но здесь имеется в виду нераздельный с. Ломайте, наши. Не страшно. То есть здесь ломать что там, ермепе, записали? И дальше я сразу напишу все слово, не буду писать его отдельными слогами. То есть не буду его писать вот так вот. Смотрите, что я делаю. Что я сделал? Почему я вот так вот написал? Места не хватило. На самом деле она должна быть в одну строчку, но так как у меня не хватило места, я ее подписал ниже. И давайте прочтем, как это читается. Давайте сперва прочтем, а потом запишем. Как это прочитается? Джам. Вот теперь смотрите. Здесь, когда у нас приходит родительный падеж, без него это звучит как па. С родительным падежом это будет звучать как пе. Джампе. Не джампаи, не джампи. В Бурятии очень часто произносят джампи. Но на самом деле это джампе. И дальше, не дай Боже, вы прочитаете неправильно. Как это читается? Ям. Ям. В каком тоне? Высоком. Ям. Джампе ям. Джампе ям, кому-нибудь знакомо это имя? Да. Это эпитет манжуши. Да. Это не эпитет манжуши. Это и есть манжуши. Это нет. Это имя собственное. Эпитет это имя собственное, суть. Разные вещи. Джам мы проходили уже? Ну это нежный. Нежный, мягкий. А это что это у нас получается? Только по-другому писал Джам. Да, там у нас писалось. Почему по-другому? На санскрите. Да, на санскрите было. И вот это вот ям, это мелодия. Ям мы уже с вами писали, но я не думаю, что кто-то запомнил. Просто очень много было в тот день слов. Ям это мелодия. Это буква после. Я. Следующая. Вот это вот. Вот я только что Нет, про это нет, говорил. а вот выше нее. Я просто не понимаю написать. Выше вот это. Это я просто подчеркнул. На. Ла. Да, ла. Джампе ям это получается. Вот его переводят как мягкоголосый, нежноголосый, сладкозвучный.
по-разному переводят. Ну, если так грубо перевести, получается чампион, это как бы нежная, мягкая мелодия. Они так говорят Джампел Янг. Есть и Джампел Янг. У этого имени 7, по-моему, вариаций. Может быть, вместо П, смотрите, вместо родительного падежа может ставиться Пел. Это то, что очень часто переводят как славный. Не надо это переводить никогда славный. Потому что это перевод с английского, где это переводят как glorious, то есть славный. Но лучше это переводить как великолепие или великолепный. Это то, что на санскрите мы записываем как Шри. И получается Манджу Шри. Манджу Шри. И здесь, смотрите, и начинается вариации. Я не знаю, вот про вариации можете даже сейчас не писать. Это, в принципе, не важно, но я вот скажу вкратце. Смотрите, какой у нас был вариант. Джампе Янг был. Джампел Янг был. Теперь смотрите, вычеркиваем этот. Джам Янг есть. Еще один вариант. Теперь вычеркиваем вот это все, оставляем вот это. Джампел. Это тоже манджуши. Теперь смотрите, возьмем вот это вычеркнули, это оставили. Получается Джамьян. Это тоже был уже, да, уже вариант Джамьян. То есть их несколько вариантов. Сколько у нас получилось? Ну там сколько-то получается. Может быть и так, что Джампе Пел иногда бывает вот так. То есть родительный падеж вставляется, Джампе Пел. Ну это вот все варианты. Стираю? А вот эта частица «пет», если вместо «ба» будет «ба», будет «б». Да, будет Б. Ну, если не будет Б, то будет Б. Дальше у нас идет такая вот частичка ла. У нас строчка все еще продолжается, вы, наверное, видите в тексте. И вот у нас небольшая проблема с тем, что мы еще не прошли все глаголы, все падежи, и поэтому у нас не все частицы, не всегда будет понятен текст, но мы вынуждены будем с этим пока мириться. Смотрите, в каждой строке, сколько у нас еще? Вообще, Две. Должно быть, я скажу про исключение позже, в остальном, в каждой стихотворной строчке должно быть по 2 ща. Мы об этом говорили прежде, и сейчас это важно помнить. Если вы будете писать по 1 ща, это безграмотно. Не слышу. В первой строке это ну, где поклоняемся. В принципе, там я бы поставил 2. Ну и давайте разберем. Вот это «ла» обозначает кому чему. То есть, и смотрите, какой у нас синтаксис получается. То есть, какой у нас порядок членов предложения. Сперва идет подлежащее. В самом-самом конце предложения идет сказуемое. И посередине у нас идет дополнение и обстоятельства. И вот смотрите, у нас предложение получилось. Лама. Сейчас, ну давайте, запишите сперва. Давайте, наверное, надо сразу разбрать. Бю это будет здесь с уважением, с почтением. Здесь, видите, это стихотворение, поэтому здесь нет частиц, которые должны были бы быть. То есть здесь нет, например, «с», здесь просто написано «уважение». Но имеется в виду, что с уважением. Тю – это кланяться. И не – это частица, которая указывает на депричастный оборот. Поклонившись. С уважением. Кому? Манджуши, который что? Неразделенный или неразделимый с кем? Наилучшим учителем. То есть здесь вот он выражает в этих 2 строчках поклонение. Поклонившись, то есть сперва он делает что? Поклон.
И он говорит, что поклонившись с уважением, ла указывает, вот, и вот здесь, смотрите, видите, это вот у нас получается, ну вот гю это значит как, а вот здесь вот эти вот тю, это получается поклонившись. То есть здесь нет местоимения я, но смысл такой, что я, поклонившись, вот видите, вот здесь вот если бы было я, то Мисампо, да? То есть я автор этого текста. Я, поклонившись, и дальше вот перед ла стоит обычно, кому этот поклон предназначается. Манджуши нераздельному, то есть учителю нераздельному с манджуши. То есть когда мы переводим, смотрите, что там было сперва? Учитель, дальше нераздельный с манджуши. И вот когда стоит частица ла, то лучше переводить вот так вот. То есть поклонившись сперва, говорится учитель, потом говорится, что какой учитель? Наивысший учитель нераздельный с манджуши. Потому что на английский перевод, на английский язык я очень часто вижу в переводах, что почему-то у них меняется порядок. То есть поклонившись сперва вот это, а потом вот это. Лучше следует вот такому порядку, как в тибетском тексте. То есть поклонившись манджуши, поклонившись наивысшему учителю, нераздельному с манджуши. Не запоминайте эту частицу, сейчас о ней будет говориться. Вот в этом тексте будет говориться обо всем этом. И текст на самом деле очень короткий и очень простой. Просто он, видите, как написан? Он написан вот таким вот образом. То есть он занимает очень много места, поэтому здесь получается 48 страниц. На самом деле там будет гораздо меньше, если написать его, если набрать его по-другому. Пока все ясно? Как у нас, вот это очень важно, как у нас строится предложение, понятно? И дальше что я написал? Вот это подчеркнуто, что это такое? Как это будет читаться? То, что вот подчеркнуто, как это будет читаться? Да? Есть еще мнение? Не помните? Ну, смотрите, у вас где-то должно быть на предыдущем занятии через одно, по-моему, должно быть о знаках сокращения, не помните? Сокращение чего это? Это мы вставляли санскритское вместо там чего-то там. Нет. Нет, вообще это слово вы только что писали. И если вы сопоставите слово, которое вы только что писали, с этим написанием, вы поймете, что это сокращено. Лекше. Лекше. Это гайса. Ну вот, видите, надо запоминать. Правила, которые мы говорим, это очень важно, надо запоминать, что это в текстах очень часто попадается. Я вам говорил, что можно так записать, а можно вот так записать, и это обозначает вот эти вот две буквы. Если у нас не влазит где-то в текст, страницу, то вместо вот этих вот ГС пишется один либо вот такой вот знак, Это же санскритский. либо да, он санскритский. Держите, правильно? Но я думаю, что он санскритский, это было очевидно. Другое дело, что он подразумевал, что он сокращал. И как это переведется? Вот, давайте вынесем. Хорошо, давайте с вас начнем. Будем постепенно идти по кусочкам переводить. Том
Это все у нас колхозом. Тонми легче, как это переведется? Томи, это... Ну, это же имя его, нет? Да. Ну, а что такое удивление? Это же книга. Легче, это владыка деревьев, нет? Это владыка деревьев. Хорошо, Прекрасно. Прекрасное высказывание. Чье оно? Томи. Тонми. И дальше идет что? Я буду спрашивать так вот по строчке с каждого, потому что иначе я смотрю, толку не будет. Что это вот это я написал? Не подсказывайте, пусть каждый будет сейчас по одному будем работать, потому что отлично, прочитали. Ну, только если бы са была, то было бы 3, мне кажется, нет? Не понял вас. Да, помогайте. Перевести пытаюсь, да. Тридцатницы и если все вместе перевести. Это незаконченное предложение, но давайте переводить кусочками вот так. Прекрасное высказывание. Тридцатницы. Здесь смотрите дальше, видите, стоит? Две щи. У вас, смотрите в тексте. Давайте, Александр, вы уже начали. Дальше какое слово идет? Нимбу. Ой, я надеюсь, вы подсматриваете. Текст перевод. Потому что надо быть осторожным с этим переводом. Этот перевод местами может отличаться от того, что мы здесь будем говорить. Нимбу, что это у нас? Сердечная сущность или эссенция. И дальше идет. Как это читается, Александр? Дор. А дальше? Дорды. Дорды. Дорды это вкратце. Смотрите, вот так вот пишется, без вот этой ра, пишется сутра. До это сутра. Дор это вкратце. До это, видимо, значило краткая какая-то сутра. Дор это вкратце. Ды это прошедшая форма глагола собирать. То есть дурды это кратко или краткий. Одно из двух. Давайте, Александр, когда дочитаете уже эту строчку нам. Нимбу. Дорды. Шепарча. Щепарча. Смотрите, если у нас пишется глагол, то очень часто он пишется либо вот так, ще, либо он пишется щепа. Помните, мы говорили? Ударение отличает существительный глагол. Помните? Если ударение на второй слог, это что это? Существительное. А на первый слог? Вот здесь, смотрите, если бы это было вот так вот, это ударение, это не щеп. Если бы было щепа, это глагол. А щепа, это будет объяснение. И здесь, вот смотрите, щепар, ча. Ча – это будущая форма глагола делать. То есть здесь глагол один какой? Нет, делать воду. Это какой? Объяснять. И ча – это делать. Да боже мой, что с вами происходит-то? А вот это ра, вот смотрите, вот эта ра, она соединительная. Щепартя получается расскажу. Ча это делать в данном случае имеет смысл будущего времени. Будущая форма глагола делать указывает на будущее время. Щепартя. И вот эта ра, смотрите, видите, у нас она уже попадалась, помните? Здесь она указывает на соединение глаголов. То есть между глаголами
Если к па прибавить вот эту ра, она соединяет глаголы. В английском, помните, есть такая частица вот так вот? Там to do something. Вот она приблизительно работает как вот это. Можно пояснить, соединять глаголы как? Ну вот, смотрите. Для того, чтобы... Где-то так смысл получается. Ну, то есть, если вы поставите, как в пиджине, два глагола вместе, кушать, ходить, в принципе, понятно, что идти, чтобы кушать. Но вот эта ра, она соединяет, получается, что для того, чтобы ради. А еще раз, можно английское какое соответствие? Примерно. To. И теперь давайте разберем, посмотрим, как это вообще, что это получилось. Томе легче, сумчипе, не буду, то щепарча. Что это получилось? Здесь надо, откуда мы переводим? Изложенные отрицательницы. С конца. Здесь, смотрите, как у нас стояло предложение. То есть в русском у нас строится обычно как? В русском у нас что вначале стоит? А потом что стоит? А потом что стоит? Все остальное. В тибетском как стоит? Подлежащее. Только что доложили, подлежащий, потом обстоятельства, потом глагол сам в конце. Да, и то есть, что для того, чтобы перевести на русский, тибетский, что нам надо сделать? Давайте поработаем чуть-чуть мозгом. Да не в конце глагол перевести. Если у нас стоит в русском сперва в тибетском сперва подлежащее, а потом в самом конце сказуемое, надо сперва перевести, кто говорит, а потом что он делает, то есть говорит, а потом что он, все остальное. То есть здесь, если у нас автор это Томи Самбода, я говорил уже, что здесь местоимения нет, то есть это значит я, Томи Самбода. Дальше что сделаю? Аллилуйя, расскажу что? То, что здесь сейчас Слава Богу! Вкратце я расскажу сердечную сущность тридцатницы, которая есть прекрасное изложение, предсказанное высказанные самботы. Собственно, я к чему писал, что подлежащее, потом им в самом конце сказуемое, а между подлежащим и сказуемым находится дополнение и обстоятельства. Я же не просто так объяснял, чтобы вы записали и забыли благополучно. Можно еще раз? Это для домашнего. В Сибирь! В кандалы! Смотрите. Я с вами Самбода буду излагать. Смотрите, я просто чему это объяснял, что у тибетцев необходимо, чтобы это нормально звучало на русском, потому что если мы переведем, что я Томи Самбоды, тридцатница, сердечную сущность, вкратце изложу, можно и так сказать, в принципе нормально. Но на самом деле, поверьте мне, на 20-м предложении, когда вы будете говорить как Йода, все уже устанут от вас чуть-чуть. Потому что будете говорить, я, Гухья Самаджи, 16 стадий, 72 божеств, может быть, а может не быть, расскажу. То есть, в конце концов, все подумают, свой переводчик, как я, балерина. А балерина я никакая. Так вот и здесь надо немножко переиначивать язык, чтобы это звучало более-менее приемлемо, хотя бы иногда, в случаях 20 из 100. И поэтому, если у нас подлежащее стоит в самом конце, надо понять, во-первых, что он там делает. Потому что он с этой тридцатницей делает, известно одному Богу, пока мы не дочитали до самого конца. Как он над ней изгалялся, это... Так вот, в конце только мы понимаем, что он с ней будет делать. Поэтому у нас куда должно уйти вот это подлежащее? Да!
предсказуемо. Куда она у нас уходит? Мы его подтягиваем на второе место, как нормально на русском языке. Я, Томи Самбода имеется в виду, расскажу, и дальше что он расскажет, и как он это, и когда он это сделает. Понятно? Да. Собственно, я для этого произнес это замечательное слово. Нет, вот вы теперь произнесете перевод. Давайте, исходя из того, что я, это Томи Самбода, что он сделает сейчас? Вы помните, что я говорил, первые две строчки это было выражение поклонения, вторые две строки это обещание завершить не перевод, а повествование, сочинение. То есть он сейчас говорит, что он сделает. Он обещает это сделать, он говорит, что я это сделаю. Так вот, что он сделает? Я, Томи Самбода, что сделаю? Так, вкратце расскажу, что? Нет, сущность чего? Нет, вы посмотрите, как мы переводим. Вот если мы идем справа налево, вот я расскажу, как вкратце, сущность чего? Тридцатницы. И дальше тридцатница это что? Да, которая есть, прекрасное высказывание, родительный падеж. Четвертое. Отлично. А теперь, если хотите, можете сделать по-вашему, что я, Томи Самбода, прекрасное высказывание, тридцатницы, сердечная сущность, вкратце. Можно, конечно. Но нужно ли? Можно иногда для красоты, для стиля. Но если вы все время так будете, то немножко сложно. Учитывая, что у тибетцев иногда бывают нереально длинные предложения на всю страницу и глагол стоит в конце, то, конечно, будет не очень красиво. Понятно? Понятно, почему переводчик вначале так долго слушает. Вот в этом вся проблема в тибетском языке. Потому что, когда тебе что-то говорят, ты не можешь, только если ты очень хорошо знаком с темой, и ты понимаешь, что ага, сейчас, скорее всего, будет смысловой глагол последний, это ты начинаешь переводить. В противном случае ты никогда не знаешь, это как игра в рулетку. Ты крутанул, уже начинаешь переводить и думаешь, боже мой, а что же он сейчас сделает? Какой глагол он скажет? И вот, например, он говорит, и она взяла воду, и ты думаешь, и что? Она в нее прыгнула, выпила, помыла руки, выплеснула. Что она с ней сделала? Продала, в конце концов. И ты говоришь, и она взяла воду, и уже думаешь, а я вообще правильно ли строю предложение? Она взяла воду, ну, это хорошо в русском. А если глагол в конце? Если там еще вкинуть пару-тройку других вещей, что вода стоила 60 рублей и была из Вознесеновки. Она воду из Вознесеновки за 60 рублей что? Продала, выпила, вылила, плеснула. Ну вот с этим, да, с этим проблема. Поэтому надо сидеть и ждать, чего там скажут. И если переводишь быстро, то иногда невозможно сидеть и ждать. Поэтому бывают иногда такие очень смешные переводы. Потому что шли, и тут обнаружено, что сегодня же все было неправильно, все было напрасно. Давайте упражнять свой мозг. Давайте с вас начнем. Вот с вас. Вот с вас. С вас я говорю. Да. Да, вы будете у нас на 5 минут жертвой. Что я написал? Не подсказывайте, давайте будем все по одному работать. Как это читается? Давайте сперва читать, потом переводить. Что это такое? Ян. Дальше подсказывайте все, потому что я думаю, что не все помнят, что это такое. Отлично, что это такое? Частица родительного падежа. Вот хорошо было бы, если бы кто-то еще отвечал помимо вас, хотя бы время от времени, у кого-то была бы возможность вдруг сказать глупость. Ну, или вдруг не глупость. Так вот это частица родительного падежа. А как переводится, Ян? Так, листаем срочно. Нет. Ну что сказать?
есть получается, что это, как это переведется? А в родительном падеже? В родительном падеже. Мелодии. Вообще, на какие вопросы отвечает родительный падеж? А вот что? Мелодии. Дальше, смотрите, помните, я говорил, что у нас был глагол в будущем времени? Ча. Помните, было такое? А теперь мы представили к нему вот эту частицу и получилось слово чава. Это значит действие, функция. И как это переведется? Действие мелодии. Действие или функция. Вот в данном случае запоминайте, что мелодия, но второе значение вот этого слова я это гласное. Гласное. То есть у нас бывают согласные, бывают гласные, вот это гласное. То есть функция гласной или гласных, скорее, здесь нет множественного числа, но подразумевается. Сейчас нам надо продраться вот через эти несколько первых четверостишек, и потом пойдет уже все очень быстро, очень легко. Это всегда так. То есть сперва надо преодолеть какой-то трудный этап. Вы видите, что его уже преодолели не все. И здесь вот надо так записать, как это читается. Давайте вы прочитайте, просто прочитайте. Вот отсюда начинаем, вот отсюда. Да. Сельфо. Во-первых, мы уже говорили. Во-вторых, может это быть ке как-то так читаться? Нет, Не может по какой причине? потому что это просто... Да, его не может быть. Ну, пусть это будет второй суффикс, но на самом деле это постчислительное. То есть, соответственно, где у нас была корневая? Сам. И вот это читается? Нет. Нет. Получается? Селфи. Сельфо. Сельфо как переводится? Ясный. Но здесь, смотрите, здесь у нас стоит вот эта частица ру. Запоминайте, что она равна вот этой частице р. Помните, у нас там было? Пар у нас было, дор было. Помните? Так вот, сельфо ру, это ру переводится в данном случае для. Если вы записываете сейчас значение частиц, через какое-то время их значение кончится. Их, в принципе, очень много. И если вы вдруг, не дай Боже, как говорится, God forbid, вдруг запомните как-то по ходу нашего чтения частицы и их смысл, вам не придется их запоминать снова. Но я думаю, что нам всем придется их снова запоминать. Потом писать кошмарную, трагическую контрольность. Сельфо это для... И что же получается? Как это перевести? Для ясности. Для прояснения чего? Действие гласных. Действие или функции гласных. Ну, это вот буквальный перевод. Я стираю это. Ну и давайте вы, как это читается? Нет, ну почему? Почему это происходит? Как это читается? Чепа. Почему бедпа-то? Почему бедпа? Мы договаривались с вами, что как это мы читаем? Ча. Да, у нас читается или нет? Нет. Что она делает? Смягчает предыдущую гласную. Но в данном случае у нас Е, она не смягчается. Это получается чепа. Чепа это глагол делать. Я не знаю, здесь, наверное, стоит переводить делающие, видимо. И дальше это у нас было. Ну, мы напишем это.
вообще вот это выражение, а это вот эти 4 вот этих буквы, каких вот этих буквы? Гласных, 4 гласных. Ну вот эти вот буквы пишем уже второй месяц, вот эти вот буквы. Можно написать. И давайте посмотрим. То есть вот это в начале предложения ЧЕПа это делающие, но здесь необходимо смотреть выше, что они там делающие. Пока перейдем последнюю часть. Это что это? 4. Минуточку. Как это читается? Как это читается? Есть предположения какие? Щи. Это читается щи. И вот это, смотрите, что это? Сколько это? 4. У нас сколько гласных? 4. И, У, О. Теперь запоминаем, я уже говорил о том, что необходимо запоминать порядок гласных. Почему? Потому что в словаре они будут именно так и идти. То есть у нас и слова все будут все слова будут идти по порядку алфавитному. И затем гласные тоже. То есть если у нас идет сперва К, то потом будет идти Ки, потом уже будет идти У, потом будет идти Ке, и потом уже будет идти Ко. С надписными, помните, у нас были надписные? Надписные, то есть смотрите, ну давайте уже сделаем это. Сперва это переведем, и потом я объясню это. То есть по тексту получается Янга Чава Сальпуру Чеба и Уэоши. То есть 4 гласные, я переведу. 4 гласные, которые что? Проясняют действие или функцию гласных. То есть вот эти вот И, У, это те, которые проясняют функцию гласных. По большому счету он говорит, что вот есть 4 гласные, если уж так сказать, грубо и кратко. То есть вот эти вот И, У, Эо, они гласные. Это записали? То есть 4 гласных. Он говорит, и дальше он перейдет к согласным, но до того, как мы перейдем к согласным, это тоже надо записать и отметить себе, как правило. Смотрите. Каким образом мы ищем слово в словаре? То есть сперва мы определяемся. Корневая. Вот, прекрасно. Было бы царство, дал бы половину сразу. Сперва мы смотрим с корневой. Корневая какая у нас? Га. Значит, в словаре мы будем смотреть в разделе Га. То есть у нас гласные отпадают и сразу начинается с К, К, Га. Смотрим третью букву. У третьей буквы, смотрите, здесь у нас что есть? Какой порядок у нас был? Какой у нас был порядок надписных? Смотрите, какой у нас был? Ну давайте открывать, будем смотреть. То есть сперва будет рагата, потом будет что? Лагата, а потом будет сагата. Дальше. Какой у нас был порядок? Что сперва? Я или ра? Я. То есть сперва идет я, если такое возможно, после нее идет ра. Теперь смотрите. Сколько у нас было предписных? 5. Ка, та, ва. То есть она третья. То есть мы пролистываем всего, если есть такие формы, например, с ка и та, и доходим до ва, если они есть. Если нет, то мы сразу переходим сюда. И дальше у нас будет вот таком вот порядке. Сперва будет форма джуп, потом будет форма джупс. Понятно? Поэтому очень важно помнить не только порядок букв в алфавите, но и, видите, здесь у нас было У. Если бы было, вот, скажем так, такого не бывает, но если бы было, то мы бы сперва прошли Ди, потом было бы Ду, а потом только была бы Джо. Ой, извините, сперва Дж, а потом Джо. То есть в алфавите, в словаре, когда мы ищем, мы начинаем первое с корневой, дальше смотрим написная, потом идет подписная, дальше идут гласные, дальше с этим,
и с этим. Понятно? И поэтому надо помнить, что идет сперва, что идет снизу. Сперва идет ята, потом идет рота. Понятно? Надо со словарем как-нибудь нам поработать. А я зашлю. Была бы проблема. Есть слова, я, наверное, заброшу словарь. Словарь очень хороший. Наверное, неправильно. В монгольских словарях очень часто порядок не совсем правильный. У них он чуть-чуть зашифрован. У них написано в другом порядке чуть-чуть. Ну и давайте завершать уже будем. Еще прочтем одну строчку. И пока я это не написал, смотрите, мы уже знаем с вами, смотрите. Это то, чего мы не знаем. Пишем, одну строчку у меня не поместилось. Вот это спряжение, тибетский глагол. Здесь, видите, вот это я отделил, просто у меня все слепилось. Пишите чуть-чуть шире. У меня слепилось это 4 формы одного и того же тибетского глагола. По этим... Да, ну вот этими палочками. По этой форме глагола можно определить, какое время он показывает. Обычно, то есть разные традиции, в каком порядке записывается форма глагола. Я следую той, которую нам преподавал наш учитель. Сперва идет будущая форма. Это будущее время. Дальше идет настоящее. Дальше идет прошедшее. И дальше идет повелительное наклонение. Четвертое, вот, повелительное наклонение. Вот с этим в самом деле есть небольшая трудность. Дело в том, что в любом языке практически, наверняка вы учили какие-нибудь языки, практически во всех языках есть так называемые правильные глаголы, формы которых образуются по какой-то парадигме, и которые, в принципе, довольно ясны и понятны. А есть так называемый неправильный глагол. Вот в тибетском языке у них очень много разных способов спряжения глаголов. И очень часто, вот нам, например, их приходилось заучивать наизусть. Я не буду требовать от вас этого, но необходимо понимать, что когда вы ищете вот ту или иную форму глагола, то есть необходимо ее прямо иногда, часто, не иногда, а всегда указывать в словаре, и там в скобках надо смотреть какая-то форма глагола, чтобы было понятно. В принципе, это несложно. Было бы хорошо, конечно, если бы люди заучивали, если бы вы заучивали наизусть все формы глагола, но я боюсь, что это трудно будет. А мы сдавали по этому экзамену, потому что на самом деле, если помнишь, то ты можешь писать тогда тибетский текст. Если ты не помнишь, то ты можешь написать неправильно, будет некрасиво. Вот это ча, помните, у нас уже было чава? Чава в существительном, это использовалась будущая форма глагола. Дальше чепа, помните, у нас было? То есть, который делающие. Это было настоящая форма глагола. Вот это вот у нас еще не попадалось. Смотрите, то же самое, что и будущее, но и читается как? Че. Это прошедшая форма глагола. И смотрите, как прошедшая форма глагола, но что, вот это щик, это просто частица показатель повелительного наклонения. Обычно, но она просто так пишется обычно. То есть вот четвертая форма глагола, она так пишется, поэтому я написал традиционно. Но вообще сама форма глагола вот она. Частица повелительного наклонения писать не обязательно, ну, традиционно пишет, поэтому я написал. И вот это что? Сделай. Это повелительное наклонение. И вот раньше вот так мы и заучили. Ча, че, чещик. И так далее. И по
По форме глагола можно понять, в каком времени, о каком времени идет повествование. То есть будет это «щеп», помните, у нас было «щепарча». Ча, вот это вот будущее ча указывало, то есть форма будущего времени указывала на то, что он говорит, что я напишу. То есть он не пишет ее сейчас, а он напишу говорит. Давайте я сейчас запишу последнюю строчку на сегодня и мы на этом закончим. А вот эта частица щит, она к любому глаголу повелительному ставится. Она ставится к любому практически, если есть, потому что не у всех тибетских глаголов, во-первых, есть повелительное наклонение, во-вторых, там есть так называемые аламорфы, то есть есть несколько вариантов этой частицы щик, и она меняется в зависимости от предыдущей согласной. Но это мы будем разбирать, это тоже из текста. Вот поэтому мы изучаем этот текст, потому что в нем есть практически все частицы. И сейчас мы допишем и пойдем по домам. Трудно, наверное, будет сейчас вывести смысл этого, но попытайтесь. Первое слово какое? Цель, что это у нас было? А че это, что это было? Делать. А цель че? Прояснять или проясняющий. Здесь пока непонятно, это прояснять или проясняющий, но надо дальше посмотреть, что написано дальше, и все станет понятно. Дальше написано касок. К это какая буква в алфавите? Первая. И вот это сок, смотрите, это форма глагола собирать. Она подразумевает и т.д. И так далее. То есть что это получается? К и так далее. То есть подразумеваются все согласные. И вот здесь, вот смотрите, сельде проясняющие. Это значит согласные. Да, то есть у них ям, мелодия, это гласные, сельде проясняющий. Это согласные. В монгольском, собственно, гейгулексия они так и называются, потому что это перевод с тибетского. А это, в свою очередь, перевод с санскрита. Сельде касо. И дальше у нас снова идет слово, которое вам знакомо. И давайте прочитаем последнее слово. Как оно читается? Ин. Ин – это есть, являться, быть. То есть, смотрите, в первых двух строчках он выразил, что поклонение, в следующих двух он сказал, что я расскажу. То есть, это было обещание завершить сочинение. И дальше он сказал, что в тибетском языке есть что? 4 гласных, и, у, о, который поясняет функцию гласных. То есть, ну, по большому счету, он говорит, что просто есть 4 гласных. И дальше также что он говорит? Есть 30 согласных, к и так далее. То есть не есть, а вот они являются, сунчуин. То есть вот согласные к и так далее, ну их 30, ну надо переводить как есть, имеется в виду наличие. Ну на этом мы сегодня остановимся. Слава Богу. Но вот такой грамматический текст. И, в принципе, мы, наверное, разобрали почти самую сложную часть. А дальше сейчас начнется просто перечисление. Если у вас будет время и желание, можете посмотреть туда дальше текст, что там происходит, разобрать для себя дальше слова. Но главное, смотрите, мы разобрали с вами, сколько это получается? 6, да? 6 строк? Нет, 7 строк. 8? Мы разобрали 8 строчек, и в принципе в них чуть ли не половина слов повторяется. То есть 30 у нас попалось там минимум 2 раза. Вот, пожалуйста, заучите эти слова, которые нам сегодня попались. Потому что сейчас они будут снова и снова попадаться в текст. И если вы их сейчас заучите, вам будет гораздо меньше работать в тексте, чем кажется. На самом деле текст очень короткий, очень простой. И дальше там будет большей частью одни лишь перечисления и больше ничего. Давайте сделаем, наверное, по-быстрому посвящение заслуг.
Chanchosenchori Boche, Makevana Kejote, Kevanyamba Mevayan, Gone Gondo Tevajo, Kone Tavari Boche, Matovana Tojo, Tovanyamba Mevayan, Gone Gondo Tevajo, Kone Rade Koge Shinkanso, Tenda Meva, Mane Juven, Chene Zima, Tenka Zoya, Shabe Sita, Pato Tengu, Chambe Babo, Chitara Kimbada, Kundo Sambo, Deyan, Dishente, Teta Kinga, Chizoda Lodge. Givada Danja, Tomo, Shaba, Gavada Jack, Moagana Judum, Avadia, Give Avadi Kunga, Sambo Jara Tomo. Спасибо. И у нас следующее занятие будет в среду, но через неделю второе занятие, то есть занятия будут по понедельникам и пятницам. То есть я надеюсь, что тогда будет легче немножко, потому что понедельник, среда это слишком напряжно. И у нас будет занятия по понедельникам и пятницам, я надеюсь, что это всем удобно. Да, в эту среду у нас, на этой неделе второе занятие в среду. В пятницу не будет, потому что пятница будет занята, приезжает Кишев на Антуджи. А потом, через неделю, у нас будет уже по пятницам и по понедельникам. Во время